Смотрите, здесь у нас коробка для крышек, коробка для стекла, для пластика разных видов. Мы сразу их раздельно сортируем. Здесь пакет для картона, обязательно отдельно бумагу. На создание такой системы раздельного сбора отходов в семье Зайцевых из Уфы ушло 3 года. Просто в какой-то момент поняли, что выкидывают в мусорное ведро многое из того, что можно было бы сдать в пункт приема вторсырья и получить деньги. Как-то так получается, что, в принципе, где бы мы ни были, всегда есть где-то пункт приема. То есть можно посмотреть Дубльгисе, выбрать удобное место. Мы общаемся иногда с людьми из других городов. Вот, и, в принципе, у нас инфраструктура уже развита достаточно. То есть нужно начать с себя. По мере накопления отходов Лейсан Зайцева отправляется в ближайшие пункты приема вторсырья. Такие в советское время были повсеместно. Со стартом мусорной реформы движение вновь набирает обороты. Так, например, у компании «Чистый город» пока 15 таких пунктов по Уфе для удобства населения. Принимают 22 вида отходов, в их числе бумагу и картон. За месяц с одного объекта вывозят в среднем 15 тонн макулатуры. Под макулатурой в данном случае мы понимаем картон упаковочный, то есть в который упаковывается вся продукция, которую люди покупают. Это старые газеты, журналы, книги. Из макулатуры мы принимаем все. Возможно, что не будут приниматься очень-очень редкие виды упаковки, которые покрыты полимерной пленкой. У людей, которые приобщаются к раздельному сбору отходов, есть 2 варианта – сдавать вторсырье в пункты приема, либо раскладывать все по специальным контейнерам, которые во дворах домов устанавливают региональные операторы. Сбор таких отходов осуществляют оборудованные машины. Мы только на старте пути перехода к раздельному сбору отходов и формированию инфраструктуры раздельного сбора. Перед нами поставлена задача к концу 2024 года 100% оснастить всю инфраструктуру под раздельный сбор. В настоящий момент мы оцениваем это порядка 30%. Представители Минэкологии Башкортостана отмечают 3 важных направления работы в части максимальной переработки вторичных ресурсов. Это переход населения на раздельный сбор мусора, полноценная загрузка мусоросортировочных комплексов и изменение законодательства. У нас в законе об отходах до сих пор нету понятия вторичных материальных ресурсов. То есть в настоящий момент есть понятие твердые коммунальные отходы, отходы делятся по классам и так далее. Поэтому понятия вторичные материальные ресурсы в настоящий момент нет. Законодатели над этим работают. И очень важная работа, которая ведется сейчас, это по расширенной ответственности производителя, когда плата за вторичные материальные ресурсы, плата за упаковку будет находиться в цене товара. То есть в настоящий момент решается, кто будет платить за это. Это тоже уровень федерального законодательства. Запуском расширенной ответственности производителя все законодательные и правовые механизмы должны быть урегулированы. Итогом станут понятные и прозрачные правила работы со вторичными материальными ресурсами. Коробки, газеты, упаковки от продуктов и даже серьезная литература погибают смертью, лишенной всяких почестей, в общей груди на мусорных свалках. Полигон ТБО в Туймазах не исключение. Ежегодно сюда свозят 40 тысяч тонн отходов. Из них, если верить статистике, 20% – это макулатура. Картон и бумага, выброшенные на свалку, становятся непригодными для дальнейшей переработки. Собирать их и сдавать в пункты приема запрещено. Во-первых, такой материал легко мокнет и пропитывается органическими остатками, что делает его непригодным для переработки. Во-вторых, сортировка на полигоне в принципе запрещена по закону. Мусор привозят, толкаю, трамбую. А для чего нужно трамбовать? Трамбую, чтобы мусор не летел. Мусор чаще всего какой летит? Салафаны, бумага. По словам преподавателей кафедры охраны окружающей среды Уфимского государственного нефтяного технического университета, попадая на полигон, бумага вместе с другими органическими отходами может выделять метан, который, кроме того, что относится к парниковым газам, является еще взрыво- и пожароопасным. Нами проводится большая работа для уменьшения попадания той же бумаги в мусоровоз и в последующем на полигон или мусоросортировочный комплекс. Для этих целей мы устанавливаем специальные контейнера для сбора бумаги. То есть та бумага, которая не попадет в мусоровоз, она, конечно, гораздо чище и, само собой, она пойдет на переработку. Как отмечает региональный оператор, даже строительство суперсовременных мусоросортировочных комплексов не поможет, пока не будет прямого участия населения в процессе разделения отходов.
Для этих целей мы создаем инфраструктуру в виде контейнеров раздельного сбора, и мы ее повсеместно внедряем все больше и больше в тех районах, где наше присутствие. На площадках для ТБО в Октябрьском и Туймазах контейнеры для раздельного сбора отходов уже установили. Еще 5 лет назад, когда сортировку мусора только начинали внедрять в Туймазах, контейнеры вывозили раз в месяц. В 2021 году это делается еженедельно. Суть мусорной реформы, которая стартовала в России с 1 января 2019 года, извлечь из отходов вторичное сырье и сократить количество свалок. Для этих целей регоператор «Экология Т» уже построил мусоросортировочный завод в Октябрьском и заканчивает такой же в Туймазах. С его запуском 12 видов вторсырья на начальном этапе, в том числе и бумага, пойдут на переработку, а не на полигон. Мощности позволят в будущем увеличить темпы в 3 раза. Сейчас на данном комплексе ведутся пусконаладочные работы и параллельно занимаемся получением лицензии для работы данного комплекса. Согласно нашей инвестиционной концепции «Экология Т» запланировано строительство 4 крупных комплексов. Это Туймазы, Белебей, Октябрьский и Давлеканово. И порядка 6 мусоросортировочных станций. Комплекс в Туймазах рассчитан на переработку 100 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. На вооружение современные системы «Грохот» и «Шредер». Первая позволяет просеивать всю органику, извлекая из отходов около 30% пригодных для дальнейшего использования ресурсов. Вторая – измельчать крупногабаритные отходы. Если в Туймазах мусоросортировочный завод только готовится к запуску, то в Стерлитамаке он работает с 2013 года. За 12 месяцев из отходов работники комплекса извлекают, помимо прочего, 4100 тонн бумаги. Это примерно 680 мусоровозов, которые не едут на полигон. Картон и бумага – это те материалы, которые могут накапливать влагу, и от влажности зависит вес. Поэтому они находятся под навесом. Соответственно, есть электронные весы, которые взвешивают каждый тюк. На каждом таком кубике написан вес. Этот вес зафиксирован у нас, и он фиксируется в отдельном акте приемки сдачи работ, который идет на картонный завод. Переработка тонны макулатуры экономит 20 тысяч литров воды, 1000 киловатт электроэнергии, на 1700 килограммов уменьшает количество выбросов углекислого газа по сравнению с производством бумаги из дерева. И, что немаловажно, отпадает необходимость использовать химические вещества. «Сохраним планету вместе». С таким девизом обращаются к жителям Сибая представители местного молодежного парламента. Они еще в 2017 году инициировали экологический проект. Цель – воспитать культуру раздельного сбора мусора среди мальчишек и девчонок. В его рамках в учебных заведениях города установили эко-контейнеры для сбора макулатуры. В результате деятельности человека образуется очень много бумажной продукции, которая требует какой-то вторичной переработки. Потому что если ее выбрасывать, это нецелесообразно, и огромное количество леса на нашей планете уничтожается. Поэтому очень-то отрадно то, что в нашей стране есть такая добрая традиция – это сдача макулатуры. Хорошую спонсорскую поддержку проекту в виде закупки контейнеров оказал депутат Курултая Денис Назаров. Как итог, емкости для сбора макулатуры стоят в 20 различных местах Сибая. В числе участников экологической акции 20 тысяч местных школьников и студентов. Все вырученные средства от сдачи макулатуры мы направляем на озеленение нашего города, на организационные мероприятия. От 200 до 400 посаженных деревьев в год – результат этой акции. Раз в год для удобства жителей Сибая активисты организовывают единый стационарный пункт приема макулатуры. Там можно сдать старые книги, ненужные газеты, журналы и прочую печатную продукцию. Все это потом парламентарии везут в частный пункт приема вторсырья, который открыли в Сибае еще в 2013 году. Мы собираем где-то в среднем в месяц 80-100 тонн сырья. Все зависит от того, сколько привезут. Макулатуру нам привозят, книги, журналы, газету, архивную документацию мы собираем. Для юрлиц выдаем акты уничтожения.
К раздельному сбору отходов сибайская семья Тарасовых подключилась несколько лет назад. Начиналось все со сбора макулатуры. Когда дети были маленькие, рисовали, и корзина мусора была все время забита бумагой. И подумали о том, что сколько у нас бумаги уходит на мусорку. Решили поставить коробку под стол. Вот. И дети потихоньку приучились, и эти рисунки складывают уже не в мусорное ведро, а в коробку. Теперь Тарасовые частые гости в пункте приема вторсырья. Они твердо уверены в силах сделать этот мир чище и лучше. Начинать нужно с себя. И снова мы в Туймазах. В этот раз на картонно-бумажном комбинате. Предприятие, которое работает с 1966 года, замыкает оборот сырья от макулатуры до изготовления готовой продукции. Годовая потребность комбината в сырье – более 65 тысяч тонн. Вот это конечный продукт от той макулатуры, которую вот полигоны вспомнили, да, можно сказать, мусор бумажный, превращается вот в такую конечную продукцию, которая имеет рециклинговое использование. То есть она опять попадает в торговые сети, товар продается, дома потребитель вынимает, использует ботинки, например, а это сдает опять к нам на переработку. И таким образом мы ее перерабатываем много-много раз. Среди другой продукции, которую благодаря переработке макулатуры выпускает Туймазинский картонно-бумажный комбинат, 45 миллионов рулонов туалетной бумаги и 250 миллионов штук бугорчатой тары за год. Приблизительно 60 тысяч тонн макулатуры мы получаем в год и делаем из нее соответствующее количество. Если в тоннаже брать, то, наверное, продукция получается 50 тысяч тонн. Одно из главных преимуществ картонно-бумажного комбината в Туймазах – экологичность производства за счет переработки макулатуры. Это еще один яркий пример того, какую пользу можно извлекать из вторсырья. По этому пути в рамках мусорной реформы предстоит пойти и другим предприятиям в Башкортостане. Чем больше будет в регионе перерабатывающих заводов, тем меньше будет свалок вокруг нас. Тем временем система «Инцидент-менеджмент» продолжает фиксировать обращения от жителей республики, в которых они сообщают о проблемах, связанных с мусорной реформой. Самые наболевшие вопросы озвучивают на регулярных совещаниях в правительстве Башкортостана. Если говорить по темам, которые тревожат жителей Республики Башкортостан, обратите внимание, пожалуйста, плата за вывоз ТКО у нас в январе была в большей степени 73, нежели в феврале 20. Уборка вывоза мусора 15 в феврале по отношению к 24 обращениям в январе. Проблемы с контейнерами ровно по 14 обращений. Населенные пункты, откуда они вывозят мусор, в феврале больше тревожит жителей, 12 по отношению к 5 обращениям за январь. Строительство контейнерных площадок на 4 обращения меньше в феврале, нежели в январе, 10 и 14. Ну и всего 155 обращений в январе и 80 обращений в феврале. Каждое такое обращение в социальных сетях фиксируют. На него оперативно реагируют и устраняют проблему. Мусорная реформа, она по всей стране идет, но мы, в общем-то, высокий темп набрали. Наша задача сделать и в этом направлении лучший регион в Российской Федерации. Задача амбициозная, но она нам точно по плечу. Но каждый, руководитель рекоператоров и все работники рекоператоров, муниципалитеты, начиная с глав администрации, ну и, в общем-то, всеми отраслевыми нашими коллегами должны быть в это вовлечены и всю работу качественно выполнять. Чтобы изготовить популярную воскресную газету, которая разойдется по всей стране, по средним оценкам требуется 500 тысяч деревьев. Если каждый житель России присоединится к сбору макулатуры и сдаст хотя бы одну такую газету на переработку, то за год удастся сохранить 25 миллионов деревьев. Самое время вспомнить советский лозунг «Прояви свою культуру, собери макулатуру». На сегодня все. Увидимся.